Целый век прошел с момента образования Чувашской автономной области. Мы продолжаем рассказывать о важных вехах этого столетнего пути. В 30-е годы в Чувашии окончательно сложилась модель советского общества. Все было подчинено становлению мощного промышленного потенциала. Были построены предприятия деревообрабатывающей, химической, пищевой промышленности, машиностроения. Среди них основанный в 1930 году Чебоксарский кирпичный завод, ныне Чебоксарский завод строительных материалов. Введен в эксплуатацию 1 июля 1931 года. 5 марта 1930 года свою первую продукцию выпустил Вурнарский фосфоритный завод. 16 июня 1936 года основан Канашский вагоноремонтный завод. С 1 января 2006 года закрытое акционерное общество «Промтрактор-вагон». 22 февраля 1937 года республика приступила к строительству железнодорожной линии Канаш-Чебоксары. 1 января 1939 года началось грузовое, а 20 января – пассажирское движение. Это имело огромное значение для хозяйственно-экономической жизни Чувашии и ее столицы. В 1936 году колхозники республики приняли участие в Горьковском краевом съезде передовых колхозников. Символичным был массовый поход, который предприняли 400 участников съезда из Чувашии. Весь путь делегаты прошли на лыжах за 10 дней. От районных центров до Ядрина и Горького они, как и все 3038 делегатов края. Серьезные изменения происходили в сфере образования. По обхвату детей всеобщим обучением Чувашская АССР вышла в число передовых республик по стране. В связи с открытием новых школ регион остро нуждался в учителях с высшим образованием. На основании постановления ВЦИК и Совнаркома РСФСР от 10 июня 1930 года было принято историческое решение об открытии в Чувашской АССР первого высшего учебного заведения, которым стал педагогический институт. Вскоре в научно-исследовательский институт реорганизован Совет науки и культуры, ныне Чувашский государственный институт гуманитарных наук. В мае 1931 года открыт Чувашский сельскохозяйственный институт, в настоящее время Чувашский государственный аграрный университет. Развивалась и литературная жизнь Чувашии. 3 февраля 1931 года вышел в свет первый номер журнала «Тван Адл. Родная Волга», первоначально носивший название «Трактор» – литературный, критический, политический альманах. 11 июня 1934 года в Чувашском государственном академическом театре открылся первый съезд советских чувашских писателей. Аркадий Золотов, Максим Данилов-Чалдун, Иоаким Максимов-Кошкинский, Марфа Трубина были избраны делегатами на первый всесоюзный съезд советских писателей. С 1935 года началась работа над переводом на чувашский язык лучших образцов русской, советской и зарубежной литературы. 3 апреля 1933 года состоялся дебютный показ театра юного зрителя, спектакль «Молодой пласт». В тот же год сдан в эксплуатацию первый звуковой кинотеатр Республики Родина. Репрессии 30-х годов нанесли невосполнимый урон чувашскому народу. Из общественно-политической и культурной жизни республики была устранена лучшая часть нации. Процессы, происходившие в Чувашии в 30-е годы, во многом определили развитие политической системы и общества на последующие десятилетия. Основным итогом народно-хозяйственного развития Чувашии конца 30-х годов стало превращение ее в аграрно-индустриальную республику. За выдающиеся заслуги в деле проведения в течение ряда лет основных сельскохозяйственных работ, культурного строительства, выращивания национальных кадров, дорожного строительства и по выполнению обязательств перед государством 27 июня 1935 года Чувашская АССР награждена орденом Ленина. Подробнее об этом и других фактах, событиях и персонах можно узнать на сайте «Чувашская республика. Летопись столетия».